Знали ли вы, кто придумал тот самый нашумевший дубайский шоколад? В 2022 году 38-летняя Сара Хамуда, будучи беременной, очень жаждала сладкого. Но все существующие варианты были слишком примитивными и привычными. А ей хотелось необычных десертов. Тогда она начала экспериментировать в своей гостиной. То, что начиналось как хобби, вскоре переросло в бизнес. И она официально запустила свое производство. Но поначалу продажи были медленными. Она едва продавала по одной плитке в неделю. Переломным моментом стало видео, которое собрало более 100 миллионов просмотров. За одну ночь заказы взлетели в космос. В 2024 году ее фирменная плитка стала самым заказываемым товаром в деливери по всему миру. А всего шоколадок продано на сотни миллионов долларов. Этот шоколад наглядно показывает, что каждый человек в современном мире может создавать новые тренды и зарабатывать на этом огромные деньги. Подписывайтесь на наш канал душевно. Наша цель – вдохновлять и мотивировать вас на вашем жизненном пути. Это самый дешевый сэндвич в Южной Корее, его цена всего 10 центов. Однако владелец заработал на нем 30 миллионов долларов. Перед открытием кафе шеф-повар обжаривает хлеб на гриле до золотистой корочки, складывает пополам и кладет в коробку. На хлеб намазывают слой майонеза, затем добавляют сливочный соус для сладкого насыщенного вкуса. Затем кладут ломтик хрустящего бекона и тонкий слой сыра. Параллельно шеф начинает жарить яйцо. Постепенно оно превращается в мягкий и пышный омлет, который затем укладывают на сэндвич. Омлет источает насыщенный аромат яйца, а сверху добавляют кремовый соус. Главная особенность этого сэндвича – его нежная и гладкая текстура. Яйцо, пропитанное сливочным соусом, буквально тает во рту. Хлеб мягкий, с хрустящей корочкой, а внутри воздушный. В сочетании с яйцом и сливочным маслом каждый кусочек получается нежным и сочным. Мягкость хлеба и кремовость масла идеально дополняют друг друга, создавая богатый вкус. Этот сэндвич отлично подходит для завтрака или обеда и вызывает восторг у всех, кто его пробует. Хотели бы вы попробовать? Этот человек из Узбекистана превратил крошечный киоск в империю роскошных часов и ювелирных изделий стоимостью 188 миллионов долларов. Знакомьтесь, это Джейкоб Араба. Он родился в Ташкенте. Его любовь к часам началась в 13 лет, когда отец подарил ему часы с мировым временем. Год спустя его семья эмигрировала в Нью-Йорк. После эмиграции в Нью-Йорк он в 16 лет бросил школу и начал изучать ювелирное дело. Днем он работал на местной ювелирной фабрике, а ночью создавал собственные дизайны. В 21 год он запустил свой бренд в Jacob & Co. Его новаторские дизайны быстро привлекли внимание знаменитостей. Его часы стали символом статуса. Их носят такие иконы, как Майкл Джордан и Криштиану Роналду. От создания многомиллионных часов с плавающими бриллиантами до разработки индивидуальных часов для Месси и Роналду, Джейкоб построил империю, которая сочетает в себе искусство, точность и экстравагантность. Если вы хотите получать еще больше качественного и полезного контента, подпишитесь